31 декабря жильцы дома номер 7А по улице Экспериментальной в пригороде Якутска, поселке Марха, снова зажгут новогодние елки и будут смотреть традиционный голубой огонек. Ничего удивительного в этом, конечно, нет, если учесть, что последние 7 месяцев жильцы сидели без света из-за недобросовестного владельца жилого дома Мархинского завода строительных материалов. Систематическое отключение электроэнергии здесь начались с 2011 года. Из-за больших долгов завода Энергосбыт отключил свет. Отчаявшиеся жильцы обратились к главе республики Егору Афанасьевичу Борисову. Последние месяцы вообще свечами жили. У нас 28 квартир, около 60 человек. Всю лето бегали туда-сюда с заявлениями, но никто нам не помогал. Потом мы осенью обратились в Единую Россию. 1 декабря мы встретились с главой республики Егора Афанасьевича Борисова. Там сразу он приказ дал, до 20 декабря должна светить. И нам подстанции и столбы сразу поставили, и 17 число свет дали. От имени жильцов дома мы благодарим главу республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова. Ну а как же, с мая месяца света не было. А теперь только вот 17 числа дали свет. Благодаря президента и Единую Россию, с их помощью только. Больше ничего добиться не могли. Но благодарим главу республики за то, что свет дал команду, свет у нас появился. Без этой команды у нас очень долго не было света. Как вы помните, 1 декабря глава республики Егор Борисов провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия». Тогда к нему с проблемой обратились жители одного из домов, расположенного в поселке Марха. Они рассказали, что с 2011 года у них периодически отключают электричество, а некоторое время назад у них полностью отключили электропитание. Несмотря на то, что они обращались в различные инстанции, проблема до сих пор не была решена. Глава их внимательно выслушал и дал соответствующее поручение службам решить их проблему. И указал конкретную дату, чтобы к 20 декабря вопрос был решен. И вот на днях действительно вопрос был решен, людям подключили электричество. И, как они сами признались, если бы не вмешательство Егора Борисова, проблема до сих пор бы не была решена. За что и выразили огромную благодарность главе Якутии Егору Борисову.